250 миллионов рублей в этом году «Лукойл Коми» направит в 7 муниципалитетов на территории республики, где ведет деятельность. Средства пойдут на строительство, ремонт и благоустройство различных социальных объектов, которые сегодня имеют большое значение для каждого из городов или районов. Соглашение носит многогранный характер, системный, и я должен сказать спасибо руководству компании, что это происходит в ситуации четкого понимания. В компании, в свою очередь, отмечают, у предприятий на территории Коми далеко идущие планы. Здесь будут и дальше наращивать объем добычи углеводородов, а значит, все больше будет новых рабочих мест и поступлений в бюджет республики. И нам действительно не безразлична судьба этих регионов, где мы работаем, не безразлично, насколько сегодня социально удовлетворен и житель этого региона, и непосредственно наш работник, поскольку это действительно напрямую влияет на производительность труда уже на наших предприятиях. Среди новшеств с 2018 года строительство крупных спортивных комплексов на Яриге, Ухтинском районе и Усинске. Нефтяная столица Коми в скором времени может стать еще и спортивной. Местный ледовый дворец Югдом в этом году за счет средств «Лукойла» ждет серьезное расширение. Рядом с Ледовым дворцом будет построен функциональный спортивный комплекс, который позволит проводить не только региональные республиканские соревнования, но и федерального уровня. Вот, это многофункциональный центр, который позволит проводить соревнования, начиная от мини-футбола, баскетбола, волейбола. Будет 2 спортивных зала дзюдо. Вот. Но самое главное, что это будет все сосредоточено в одном месте. В Печоре на средства в рамках соглашения будет капитально отремонтирован один из детских садов. А еще установлена шатровая кровля на здании акушерско-гинекологического корпуса. В Усть-Цилимском районе благоустроена территория у детского сада и построен дом культуры в одной из деревень. На Вуктыле ремонтные работы пройдут в поликлиническом корпусе центральной больницы. Закупят и новое оборудование. Не останутся без внимания Сосногорские и Ижемские районы. У нас вошли очень 2 важных объекта, 2 детских сада. Дети – самое дорогое, что есть у нас. Именно в проект вошли ремонт и восстановление 2 детских садов. Это село Нешабош и поселок Щеляюр. Утепление, благоустройство, детские площадки. А еще здесь будет восстановлен храм Преображения Господня. Это уникальный памятник архитектуры и символ всего Ижемского района, который местные жители могли потерять в ближайшие годы. Основание, на котором держался купол, прогнило. Появился крен и угроза обрушения. Но сегодня это все уже позади. Работы по восстановлению церкви уже идут, а само соглашение с нефтяниками в действии. Любовь Лапина, Артем Соколов, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган.